Конструкция неустойчивая, местность загрязнена мусором. От горожан поступают тревожные сообщения о священном табуне мифических лошадей. Арт-объект был создан полгода назад. Кто следит за состоянием этой местности и какие проблемы там возникли, разбиралась Юлия Великодная. Исключительно из природных материалов и под открытым небом. Такой концепции придерживается художник Николай Полиский. Это и делает деревянный табун уязвимым из-за неадекватных ценителей искусства, которые разжигают костры вблизи священного табуна. Нет требований, которые обязывали бы устанавливать на территории арт-объектов урны и туалеты. Но табун мифических лошадей находится в 20 километрах от столицы региона. На большей территории чисто, но мусор с собой увозят не все, и видны следы костра вблизи от легко воспламеняющихся конструкций. 3 лошади выпали из арт-объекта. По словам сотрудников Национального художественного музея, такое случается, и уже не один раз приходилось снова закреплять деревянных животных. Вот и сегодня музей сообщает, что сотрудники поедут в среду, 8 мая, для наведения порядка. Присоединиться могут все желающие. Разные факторы играют роль. Это может быть и человеческий фактор, когда люди могут действительно как-то так, не понимая, что-то разрушать или еще что-то, созданные действительно арт-объекты. Или бывает так, что из-за ветра падают, или там бывает так, что и лошадки трутся и так далее. Вот весной тоже такое было, и мастера, которые делали, они несколько раз их поднимали. Присматривают за табуном и местные жители Владимировки. Несколько дней назад они собрали 10 мешков мусора. Село всегда было популярным местом для отдыха, но с появлением мифических лошадей количество туристов выросло в разы. Но местные не рады такой перспективе. После пикников горожан у сельчан прибавляется забот. Я думаю, или пусть занимаются предприниматели, что ли. Например, вот арта дойду, шашлычники, там вот это предприниматели же работают. Они так хорошо работают, у них постоянно порядок. В скором времени мечта жителей села исполнится. Территория священного табуна мифических лошадей преобразится. Появятся урны и другие удобства. Предприниматель собирает разрешительные документы на аренду земли. В скором времени, в будущем, мы очень надеемся, что решится вопрос, что действительно такие арт-объекты, созданные арт-объекты в рамках биеннале, должны быть переданы в соответствующим организациям, чтобы в дальнейшем за ними присматривали и чтобы был надзор. Местность, на которой установлен объект, считается священной, а табун мифических лошадей символизирует божественное начало. Весомые причины, чтобы уважительнее относиться к современному искусству. К тому же арт-объект имеет срок годности, ведь он создан из природного материала, который обветшает через 10, а может и 5 лет. Юлия Великодная, Павел Пахомов, Якутск.